Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке русского языка и литературы. Сегодня, ребята, мы начинаем изучать новый раздел «Через тернии к звездам». Урок номер 34. Тема сегодняшнего урока – космическая азбука. Сегодня на уроке вы познакомитесь с космическими словами и фразеологизмами. Научитесь распознавать прямые и косвенные дополнения и употреблять их в речи. Догадайтесь по ключевым словам, о чем пойдет речь на уроке. Галактика, звезда, планета, скафандр, иллюминатор. На уроке речь пойдет о космосе. Грамматический тренинг. Упражнение номер 1. Изучите данную схему. О каких видах дополнения вы узнали? Дополнение толықтауыш обозначает предмет, лицо. Дополнение бывает прямое, тура, и косвенное, жанама. Пример. Найди себе дело по душе. Найди себе что дело. Это дополнение стоит в винительном падеже. Это прямое дополнение. Купи немного винограду. Купи немного чего? Винограду. Это дополнение стоит в родительном падеже. Прямое дополнение. Я горжусь тобой. Я горжусь кем? Тобой. Это косвенное дополнение стоит в творительном падеже. О человеке судят по поступкам. О ком? О человеке. Это косвенное дополнение стоит в предложном падеже. Судят почему? По поступкам. Это косвенное дополнение стоит в дательном падеже. Итак, ребята, мы узнали о прямом и косвенном дополнении. Упражнение номер 2. Прочитайте текст. О чем он? Найдите дополнение в первом предложении. Текст о трагическом полете Дедала и Икара. Прочитаем первое предложение. Древнегреческий миф рассказывает нам о трагическом полете Дедала и Икара. Рассказывает кому? Нам. Рассказывает о чем? О полете. Это дополнение. Прочитаем правила. Дополнение обычно выражается существительным или местоимением. Например, старик ловил чем? Неводом. Что? Рыбу. Приплыла к кому? К нему рыбка. Дополнения бывают прямые и косвенные. Прямые дополнения относятся к переходным глаголам и обозначают предмет, на который направлено действие. Например, старуха прила свою пряжу. Прила что? Пряжу. Прямые дополнения выражаются винительным падежом, реже родительным падежом без предлога. Все остальные дополнения называются косвенными. Упражнение номер 3. Спешите, обозначая грамматическую основу и дополнение. Какими частями речи выражены дополнения? Первое предложение. Космос в переводе с греческого языка означает «вселенная». Что космос – это подлежащее, что делает означает сказуемое. Означает что вселенная – это дополнение. Второе предложение. Основоположники космонавтики Константин Эдуардович Циолковский, Сергей Павлович Королёв. Подлежащие кто? Константин Эдуардович Циолковский, Сергей Павлович Королёв. Что о них говорится? Что они основоположники? Это сказуемое. Основоположники чего? Космонавтики. Это дополнение. Третье предложение. Эти два человека положили начало освоению космоса. Кто? Два человека, подлежащие. Что они сделали? Положили начало. Сказуемое. Положили начало чему? Освоению. Дополнение. Освоению чего? Космоса. Дополнение. Четвертое предложение. 4 октября 1957 года, начало космической эры, был запущен первый искусственный спутник Земли. Что 4 октября 1957 года – это подлежащее, начало сказуемое,
Начало чего? Еры – это дополнение. Что спутник, подлежащее, был запущен, сказуемое, спутник чего, Земли, дополнение. Дополнения выражены существительными. О способах выражения дополнений вы можете подробно прочитать по вашему помощнику на странице 183. Упражнение номер 4. Спишите предложения. Подчеркните дополнения и определите их вид – прямое или косвенное. Первое предложение. Много открытий в области космонавтики было сделано академиком Королевым. Дополнение в этом предложении чего? Космонавтики, кем? Академиком. Второе предложение. На прощание сестра махнула нам платком. Махнула чем? Платком – это дополнение. Третье предложение. Шел разговор о новом запуске ракеты. Разговор о чем? О запуске чего ракеты? Дополнение. Четвертое предложение. Красный свет светофора является сигналом опасности. Сигналом чего? Опасности. Дополнение. Пятое предложение. Космонавты завершили свой полет. Завершили что? Полет. Это прямое дополнение. Упражнение номер 5. Вставьте вместо точек дополнения, выраженные синтаксически неделимыми словосочетаниями. Для справок. Песни Шамши Калдаякова, Парк культуры, Чай с лимоном, Республика Казахстан, стихи Абая. Первое предложение. Мы часто посещаем парк культуры. Посещаем что? Парк культуры – это дополнение, выраженное синтаксически неделимым словосочетанием. Второе предложение. Покажите на карте Республику Казахстан. Покажите что? Республику Казахстан. Это дополнение, выраженное неделимым словосочетанием. Третье предложение. На уроке мы читали стихи Абая. На уроке мы читали что? Стихи Абая. Это дополнение, выраженное неделимым словосочетанием. Четвертое предложение. Артисты исполняли песни Шамши Калдаякова. Артисты исполняли что? Песни Шамши Калдаякова. Это дополнение, выраженное словосочетанием. Пятое предложение. Я люблю чай с лимоном. Я люблю что? Чай с лимоном. Дополнение, выраженное неделимым словосочетанием. Упражнение номер 6. Прочитайте, укажите подлежащее и прямое дополнение. Спешите, обозначая их графически. Первое предложение. Асан купил билет в театр. Кто Асан? Подлежащее. Купил что? Билет. Это прямое дополнение. Второе предложение. Солнце согревает землю. Что? Солнце подлежащее. Согревает что? Землю. Прямое дополнение. Третье предложение. Улицы освещают фонари. Что? Фонари подлежащее. Освещают что? Улицы. Прямое дополнение. Четвертое предложение. Мы должны беречь природу. Кто? Мы, подлежащее, должны беречь что? Природу. Это прямое дополнение. Пятое предложение. Печатные машинки заменили компьютеры. Что? Компьютеры, подлежащее, заменили что? Машинки. Это прямое дополнение. Упражнение номер 7. Найдите в предложениях подлежащие дополнения. Перестройте предложение так, чтобы подлежащее стало дополнением, а дополнение подлежащим. Первое предложение. Деревья были повалены ураганом. Что? Деревья подлежащие были повалены чем? Ураганом. Дополнение. А теперь перестроим предложение. Ураган повалил деревья. Что? Ураган подлежащее. Повалил что? Деревья. Дополнение. Второе предложение. Дочь любит мать. Кто? Дочь подлежащее. Любит кого? Мать. Это дополнение.
А теперь перестроим предложение. Мать любит дочь. Кто? Мать подлежащее. Любит кого? Дочь – это дополнение. Третье предложение. Отец подарил мне ноутбук. Кто? Отец подлежащее. Подарил что? Ноутбук – это дополнение. Перестроим предложение. Ноутбук был подарен отцом. Что? Ноутбук подлежащее. Был подарен кем? Отцом – это дополнение. Четвертое предложение. День сменяет ночь. Что? День подлежащее. Сменяет что? Ночь – это дополнение. Перестроим предложение. Ночь сменяет день. Что? Ночь подлежащее. Сменяет что? День дополнение. Упражнение номер 8. Сопоставьте предложения. Устно укажите, в роли каких членов предложения выступают выделенные слова. Первое предложение. Раскидистый дуб возвышался на опушке леса. Что? Дуб подлежащее. На опушке леса я увидел раскидистый дуб. Что? Дуб – это дополнение. Второе предложение. Наверх мачты я прикрепил флаг. Что? Флаг – дополнение. Наверху развивается флаг. Что? Флаг – это подлежащее. Третье предложение. За поворотом мы увидели пруд. Увидели что? Пруд – дополнение. Пруд тянулся вдоль деревни. Что? Пруд – это подлежащее. Четвертое предложение. Ребята из сухих сучьев разожгли костер. Что? Костер – это дополнение. Костер разгорался сильнее. Что? Костер – подлежащее. Пятое предложение. Из-за крыш виднелся беловатый хребет горы. Что? Хребет – это подлежащее. Вскоре туристы увидели вдали беловатый хребет горы. Что? Хребет – это дополнение. Упражнение номер 9. Спишите предложение. Найдите и подчеркните дополнение. Сделайте вывод о том, как не ошибиться в определении дополнений при совпадении именительного падежа подлежащего и винительного падежа дополнения. Первое предложение. Корни деревьев питают листья. Что? Корни питают что? Листья дополнение. Второе предложение. Трамвай обогнал троллейбус. Что? Троллейбус обогнал что? Трамвай дополнение. Третье предложение. Солнце заслонило яблоко. Что? Яблоко заслонило что? Солнце – это дополнение. Четвертое предложение. Звук выстрела заглушил страшный рев. Что? Звук заглушил что? Рев – это дополнение. Пятое предложение. Косяк перелетных птиц обгоняет наш самолет. Что? Самолет обгоняет что? Косяк птиц – это дополнение. Шестое предложение. Городские улицы украшают многоэтажные дома. Что? Дома подлежащие украшают что? Городские улицы – это дополнение. Если существительное в именительном падеже, то это подлежащее, а если в винительном падеже, то дополнение. Упражнение номер 10. Послушайте текст и определите его тему. Выпишите в 2 ряда прямые и косвенные дополнения. Земля и небо. С древних времен у человека, когда он смотрел на небо, возникало много вопросов. Что такое небесный свод? Не сделан ли он из прозрачного вещества, подобного хрусталю? Есть ли у него края и опирается ли он на землю? Что такое бесчисленные мерцающие звезды? Так ли они малы, как кажутся? Прикреплены ли они наглухо к небесному своду или свободно движутся в пространстве? Почему Луна перемещается среди звезд? Почему меняет вид, то кажется кругом, то узким серпом, а то и совсем исчезает с небосвода?
Наука о небесных светилах возникла в древности и называется астрономией. Слово это греческое и составлено из двух слов – астрон – звезда и номос – закон. Большая энциклопедия знаний. Карточка информатора. Небесный свод аспан күмбезі. Мерцающие звезды жылт-жылт еткен жұлдыздар. Наглухо мықтап берік. В пространстве кеңістікте. Выписываем два ряда прямые и косвенные дополнения. Прямое дополнение – вид, косвенное дополнение – у человека, на небо, вещества, хрусталю, к своду, в пространстве, кругом, серпом, о светилах, астрономии. Речевой тренинг. Ознакомьтесь с информацией, опишите устно ситуации, когда можно использовать космические фразеологизмы. Подготовьте текст рассуждения, раскрывая содержание следующего высказывания. Космонавтика имеет безграничное будущее, ее перспективы беспредельны, как сама Вселенная. Королев. В связи с освоением людьми воздушного пространства и космоса появились космические фразеологизмы. Например, «звездный час» – переломный решающий момент в жизни человека. Хватать звезды с неба, отличаться выдающимися способностями, дарованиями, умом и так далее, совершать что-либо выдающееся. Лингвистический турнир «Космическая азбука». Соотнесите слово или словосочетание с его значением. Первое. Космонавтика – это отрасль науки для исследования и освоения космического пространства. Второе. Космодром – комплекс сооружений для сборки и запуска космических кораблей. Третье. Космический корабль. Это космический аппарат, запускаемый с помощью ракетных устройств на орбиту в космическое пространство. Четвертое. Космонавт. Это человек, испытывающий космическую технику в космическом полете. Пятое. Скафандр. Это индивидуальное герметичное, плотно закрытое, не пропускающее жидкости и газы снаряжение, обеспечивающее жизнедеятельность человека в условиях, отличных от нормальных. Шестое. Иллюминатор. Это застекленное непроницаемое окно на корабле. Седьмое. Невесомость. Это состояние, при котором отсутствует сила притяжения. Восьмое. Орбита. Это от латинского орбита, колея, путь. Девятое. Орбитальная станция. Это космический аппарат для полета человека в космос. Десятое. Космический спутник. Это пилотируемый или автоматический аппарат, функционирующий длительное время на орбите. Упражнение номер 11. Обобщите полученные знания, заполнив пропуски в предложениях. Дополнение – это второстепенный член предложения, который обозначает предмет, отвечает на вопросы косвенных падежей «кого», «чего», «кому», «чему», «кого», «что», «кем», «чем», «о ком», «о чем». Дополнение может быть выражено существительным местоимением. Дополнения подразделяются на прямые и косвенные. Прямые дополнения употребляются в винительном падеже без предлога, в родительном падеже часть от целого. Все остальные дополнения называются косвенными. Учимся самостоятельно. Первое задание. Составьте синквейн к слову «Вселенная». Первая строка – Вселенная, вторая строка – огромная, безграничная, третья строка – удивляет, движется, имеет, четвертая строка – Вселенная – это весь мир, пятая строка – космос. Спасибо вам за урок, до следующей встречи.